Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. В эту субботу президент Турецкой Республики Реджеп Таyyip Эрдоган принял присягу в парламенте и официально вступил в должность главы государства на очередной пятилетний срок. Церемония инаугурации прошла в Великом национальном собрании, то есть парламенте Турции. На ней Эрдоган заявил: «Я как президент клянусь своей честью и честностью перед великой турецкой нацией и историей защищать существование и независимость государства, соблюдать Конституцию, верховенство закона, демократию, принципы и реформы Ататюрка, а также принципы Светской Республики», присягнул Эрдоган. По данным турецких СМИ, на церемонии в качестве иностранных гостей присутствовали 21 глава государства и 13 премьер-министров, среди которых был также премьер-министр Армении Никола Пашинян. Отметим, что между странами нет установленных дипломатических отношений. Более того, как посчитали многие наблюдатели, на самой церемонии случился и дипломатический казус. Перечисляя имена иностранных гостей, Эрдоган не назвал имени армянского премьера, а место, которое ему отвели на церемонии, было за спиной президента Азербайджана Ильхама Алиева. Напомним, что 1 июня Центр избирком Турции обнародовал окончательные итоги второго тура выборов президента страны, которые состоялись 28 мая. Эрдоган был признан переизбранным главой государства с 52% голосов избирателей, а его соперник, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, получил более 47%. Отметим, что выборы в Турции привлекли внимание многих СМИ далеко за пределами региона. Почти все телерадиовещательные организации и газеты Европы вынесли в свои заголовки победу президента Эрдогана во втором туре президентских выборов. Победа президента широко освещалась российскими СМИ. Газета «Известия» вынесла в заголовок статьи фразу: «Эрдоган заявил, что на президентских выборах победила демократия». Выступая вечером 28 мая перед президентским комплексом, турецкий лидер сказал: «Мы не единственные победители, выиграла вся Турция». Газета «Взгляд» сообщила о победе президента Эрдогана на выборах с таким заголовком: «Эрдоган объявил век Турции». Авторы статьи отмечают, турецкий лидер назвал эти выборы великой победой. Во время предвыборной кампании Эрдоган говорил о достижениях страны под его руководством в столетие республики под лозунгом «Века Турции». Британская телекомпания BBC сообщила, что жители Стамбула и Анкары начали праздновать победу Эрдогана на выборах в президентском комплексе и на улицах. BBC привел выражение благодарности турецкого лидера из его первого обращения к избирателям. В тексте новости журналисты отметили: Эрдоган в очередной раз доказал, что нелегко конкурировать с ним. В эфире Channel 4, одного из ведущих новостных каналов Великобритании, говоря об итогах голосования, отметили: выборы называют референдумом, который определяет будущее Турции. Конец цитаты. Американская пресса также широко освещала второй тур президентских выборов и гонку между действующим президентом Реджепом Таyyипом Эрдоганом и его конкурентом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Новости об итогах турецких выборов вышли в заголовке ведущих новостных сайтов американских СМИ. CNN ввел прямую трансляцию голосования в Турции. Репортеры телеканала показали в прямом эфире восторженные гуляния в городах Турции, продлившиеся до поздней ночи. Журналисты также обратили внимание на выступление президента Эрдогана после оглашения предварительных результатов, в котором он сделал акцент на единстве. CNN также отметил поздравления с победой, направленной Эрдогану мировыми лидерами, особенно президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании. Одна из ведущих газет штатов, Нью-Йорк Таймс, посвятила выборам отдельную страницу на своем сайте. В своей статье под заголовком «Президент Эрдоган победил после самого серьезного испытания» Нью-Йорк Таймс указала: турецкий лидер – самый влиятельный политик Турции в течение последних 20 лет. Согласно избирательным органам страны, победил оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу. На веб-сайте The Wall Street Journal приводятся цитаты экс-посла США в Турции Джеймса Джеффри, который назвал Эрдогана спокойным, даже когда на него оказывается давление. Дипломат
дипломат отметил, что турецкий лидер знает, что делает и за что ответственен. Это нравится большинству избирателей и особенно нравится турецкому электорату, добавил Джеффри. The Washington Post также сообщила о переизбрании Эрдогана, отметив, что действующий президент победил бросившего ему вызов кандидата, которого поддержало объединенное оппозиционное движение. Издание Politico вынесло в заголовок фразу «Эрдоган снова побеждает». Издание отмечает, что президент продлил свое 20-летнее пребывание у власти, обещая построить век Турции. Эрдоган в состоянии влиять не только на будущее направление демократии в 85-миллионной стране, но и на формирование политики в регионе и за его пределами, отмечает в Politico. В статьях мировых СМИ также отмечена решающая роль Турции в заключении Черноморской зерновой инициативы, которая, как пишет издание, лишний раз подчеркивает влияние Эрдогана на международные отношения. Среди лидеров НАТО редко кто поддерживает хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным даже после событий в Украине, констатирует Politico. Агентство Bloomberg в статье по итогам выборов уточняет: в течение следующих 5 лет, вероятно, мы будем наблюдать, как в области внешней политики Эрдоган будет продолжать защищать независимость Турции в борьбе между Востоком и Западом во всех вопросах, начиная от торговли, заканчивая военными конфликтами. Сегодня о том, что значит для нашего региона итоги выборов в Турции, мы поговорили с политологом Николаем Трапш. Здравствуйте, Николай, рада вас приветствовать. В первую очередь хотелось бы поговорить о тех событиях, точнее не о событиях, а о результатах выборов в Турции, о переизбрании на очередной срок Эрдогана. И на этот счет существует, во-первых, что это означает? То, что вот большинство, скажем так, избирателей в Турции проголосовали именно за него, а не за его оппонента. О чем это говорит, на ваш взгляд? Ну, результаты выборов, ну, во-первых, добрый день, я тоже очень рад вас видеть, а во-вторых, те результаты, которые показал и первый, и второй тур выборов, свидетельствуют о том, что в турецком обществе нет какой-то однозначной доминирующей позиции и по вопросам внутренней политики, и по вопросам внешней политики, и распределении как бы предпочтений между отдельными категориями избирателей. То есть выборы показывают, что есть, да, доминирующая, но с небольшим отрывом группа, которая поддержала Эрдогана. Это прежде всего турецкая диаспора зарубежная, это прежде всего жители сельских районов Турции, достаточно консервативные по своим убеждениям. И есть неоднородная, безусловно, но значительная группа, то есть фактически сопоставимая с теми, кто поддерживает Эрдогана, и тех, кто поддержал Кылычдароглу, которая проживает в городах преимущественно и видит перспективы развития Турции несколько иначе. То есть на самом деле как бы понятно, что в случае с Эрдоганом речь идет о том, что продолжается политика лавирования, в основе которой лежат исключительно турецкие интересы. И там, где как бы Эрдогану выгодно, он будет взаимодействовать и с ЕС, и с НАТО, и с Соединенными Штатами. Там, где выгодно эти связи оставить на второй план и взаимодействовать там с Россией, в частности по зерну, там, по атомной энергетике, по газу, он будет продолжать это взаимодействие, невзирая ни на какие идеологические установки. То есть в этом смысле он протурецкий президент, то есть не пророссийский, не проамериканский, а именно протурецкий. Мы не можем виртуально предполагать, каким бы был Кылычдароглу, если бы он получил все-таки политическую власть, хотя его заявления, они прежде всего адресованы его электорату. Чего хочет этот электорат, который проживает в городах и преимущественно представлен молодым населением? Ну, естественно, вот этот идол стремления в ЕС, стремления в некое европейское пространство, он все равно силен. То есть очень привлекательную картинку создают, хотя на самом деле она не всегда такая привлекательная, но на людей она действует. Плюс понятно, что возможно, что у Эрдогана были бы какие-то более высокие результаты, если бы не достаточно серьезный экономический кризис, который в Турции имеет место, в том числе и связанный с недавним землетрясением, в том числе связанный и с большими расходами на
турецкое присутствие и в Сирии, и на сдерживание курдской угрозы, и вообще на расширение турецкого влияния на Ближнем Востоке. Поэтому здесь на настроение электората, который поддержал оппозицию, это безусловно повлияло. Но, тем не менее, как бы ясно одно, что Эрдоган будет строить дальше про турецкую политику, но он должен будет учитывать и те интересы, которые были представлены оппозицией. В противном случае, как бы, политический коллапс случится. Поэтому ясно, что Эрдоган будет осторожен, как он и был раньше, будет прощупывать почву перед каждым своим шагом. Ну и в конечном счете, так или иначе, этот шаг будет отражать интересы большей части турецких граждан, нежели та, которая проголосовала, собственно, за Эрдогана на этих выборах. Николай, скажите, хотела бы немного о другом поговорить. Вот среди приглашенных гостей на инаугурации был, в частности, премьер-министр Армении Никола Пашинян, при том, что мы знаем, что дипломатических отношений у них нет, и вообще, в принципе, это довольно-таки две серьезно, если сказать, ну, Армения и Турция, все знают об этих взаимоотношениях, я думаю, это ни для кого не новость. Как вам кажется вообще, что это значит, вот его присутствие на этой инаугурации, о чем это может говорить? Ну, это может говорить только об одном, что у Армении достаточно узкое пространство для маневра, то есть она, в принципе, наверное, с какого-то момента пытается как бы сидеть на двух стульях, то есть рассчитывать и на поддержку Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, прежде всего используя диаспорные ресурсы, и продолжать использовать фактор России, но получается это достаточно сложно. И когда давление как бы осуществляется с нескольких сторон, то, естественно, приходится идти на определенные уступки. Пока как бы самые такие радикальные прогнозы относительно изменений политического курса Армении, они не оправдались. То есть пока нет каких-то конкретных решений ни по открытию коридора между Азербайджаном и Турцией, ни по каким-то территориальным уступкам со стороны Армении. Но если как бы курс правительства Пашиняна не изменится, то эти уступки непременно последуют. Потому что он не надеется на Россию, которая отвлечена украинским кризисом, и в этих условиях ему очень трудно что-то противопоставить консолидированному давлению со стороны Азербайджана и Турции. Поэтому он сейчас пытается играть на опережение, пытается выстроить самостоятельную линию взаимодействия с Турцией, пытается, наверное, как-то дать знак Эрдогану, что он готов договариваться, но договариваться в первую очередь не с Алиевым, а с Эрдоганом, но трудно сказать, что из этого выйдет, поскольку у Турции есть свои интересы, как бы есть свои устойчивые предпочтения, и какую цену Пашинян должен будет заплатить за то, чтобы выстроить систему отношений с Турцией, ну, пока очень трудно предположить. Но в любом случае эта цена будет высокой, поскольку в данном случае инициатором выступает он, и, соответственно, ему уже эту цену обозначают, а не он ее формирует. А теперь о другом вопросе. Вот готовясь к этой передаче, читая различные издания и СМИ, в том числе и российские, европейские, американские, британские, какие угодно, то есть очень мало вообще из них кто-то остался там в стороне, каждый пишет, каждый считает своим долгом написать об итогах выборов в Турции, дать какую-то аналитику. Как вам кажется вообще, чем обусловлен такой вот интерес к этим выборам, к фигуре Эрдогана, к тому, кто будет править Турцией? С чем это связано? Ну, применительно к Западу это связано с вполне конкретными двумя задачами, которые перед ним стоят. Ну, первая задача — это максимально изолировать Российскую Федерацию, а Турция, как известно, это не только, ну, понятно, в своих интересах, но все равно один из главных источников параллельного импорта, один из главных партнеров и контрагентов, выводящих, так сказать, Россию на зарубежный рынок в вход санкций. Плюс, как бы, ну, любая победа, где вот кандидат провозглашает свою ориентацию на
Европу, Соединенные Штаты, на некий набор ценностей. Она важна в идеологическом, в информационном плане, поэтому все стремятся использовать этот ресурс для того, чтобы набрать рейтинговых очков и получить ту картинку медийную, которая им удобна для реализации текущих политических целей. И в этом смысле тут все совершенно очевидно. Другое дело, что в большинстве случаев вот эти как бы обращения к турецкой проблематике, что в Европе, что в Соединенных Штатах Америки, что в России, они во многом отражают, ну, скажем так, не очень глубокое понимание тех процессов, которые происходят в Турции. Ясно же, что там даже если пришла бы к власти оппозиция, а не Эрдоган, это не означало бы сиюминутный поворот на 180 градусов во всех вопросах. И я думаю, что те, кто управляет медийной повесткой и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, прекрасно понимают, что никакая власть Турции не пойдет на то, чтобы принимать бегом и без всякого рассмотрения все европейские ценности. А некоторые ценности и не будут приняты ни при каких обстоятельствах, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Что касается России, то здесь какая-то очень зачастую истерическая переоценка значения турецких выборов происходит. Вот если не победит Эрдоган, разразится катастрофа. На самом деле, ну, мы уже об этом говорили, Эрдоган не пророссийский политик, он протурецкий политик. Поэтому уповать на то, что его победа это как бы победа России, ну это, мягко скажем, странно. Точно так же, как и абсолютизировать его потенциальное поражение или успех турецкой оппозиции как провал российской политики. То есть мы, как правильно отмечают некоторые думающие эксперты, не научились еще выстраивать свой политический курс, исходя из текущих реалий. Мы все время строим какие-то идеальные конструкции и очень разочаровываемся, когда что-то идет не так. То есть политика искусства возможного. Вот этому искусству у нас, по крайней мере, на уровне информационной политики еще не научились. Ну, видимо, дело ближайшего будущего. Это задача важная на самом деле. Николай, правильно ли я понимаю, исходя из ваших слов, что если уж так, то тем более для Черноморского региона тоже мало что вообще может измениться? Что может измениться в условиях высокой турбулентности, предсказывать нельзя. То есть, ну, я сейчас скажу, что мало что может измениться, а через пару месяцев конъюнктура поменяется в каких-то вопросах и могут произойти очень радикальные изменения. Ну, например, начнется конфликт вокруг Приднестровья. И это тоже очень сильно изменит ситуацию во всем Черноморско-Каспийском регионе. Поэтому здесь мы можем исходить из того, что данные выборы, как бы, ну, скажем так, оставили более-менее неизменным ориентацию турецкой власти на интересы турецкого общества. То есть вот это константа, которая очевидна. Как будут меняться интересы турецкого общества в зависимости от внутренней социально-экономической ситуации в стране, от политических процессов, от того, какое внешнее давление будет на Турцию, мы предположить сейчас не можем. То есть это может дать совершенно разные результаты. Но очевидно одно, что пока вот те тренды, которые были намечены в предшествующий период деятельности Эрдогана, они будут продолжены. Какой они результат дадут, время покажет. Николай, большое спасибо, что нашли время ответить на наш вопрос. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.